18 и 19 мая 2025 года в главном курорте страны, в городе Сочи, прошли серьезные мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 255-летию вхождения Ингушетии в состав России, День ингушского языка и День ингушской поэзии. Организовали эти мероприятия региональная общественная организация Краснодарского края, Национально-культурный центр «Войнах». На эти мероприятия были приглашены администрация города Сочи, поэты и артисты города, а также были гости с Ингушетии: Хаважна Костхоев, Марьям Елхароева и Есет Базоркина. Мероприятия прошли на самом высоком уровне, что было отмечено и руководством города, и гостями праздника поэзии и культуры. Наши сочинские земляки и гости с Ингушетии также принимали участие в международном книжном фестивале «Литературный Сочи» и представили Ингушетию очень достойно. На эти мероприятия по приглашению председателя правления региональной общественной организации Краснодарского края, Национально-культурный центр «Войнах» Аюпа Мальсагова присутствовал и я. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить наших братьев и сестер из Сочи за их титанический труд во имя своего народа. То, что вы делаете, это большое наследие для всего нашего народа. Пусть будет вами доволен Всевышний, и пусть его милость будет с вами в обеих мирах. И большое вам спасибо за теплый прием и за вашу постоянную заботу. Я это очень ценю, хочу искренне поблагодарить за все, что вы для меня делали. С огромным уважением, ваш брат, Муса. День ингушского языка мы уже показали на нашем канале. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию второе мероприятие – День ингушской поэзии в городе Сочи. В завершение библиотеки имени Пушкина подарили более 100 книг ингушских авторов. Начинаем. Давайте поближе сюда. Давайте вот так становимся, начинаем. Одни с этой стороны, другие назад. Так, здесь.
приветствовать вас всех на День поэзии Ингушской библиотеки Александра Сергеевича Пушкина. Здесь сейчас пройдет мероприятие, выступят стихами, прозами писатели из Республики Ингушетия, а также местные сочинские наши поэты и писатели. Добро пожаловать! Благодарим. Только что перед вами был ингушский свадебный танец региональной общественной организации Краснодарского края «Национальный культурный центр «Война». Просим в библиотеку Пушкина. Дорогие друзья, буквально вчера закончился первый международный фестиваль, книжный фестиваль «Литературный Сочи». Я хочу отметить, что наиболее активное участие в его мероприятии приняла ингушская делегация. И поэтому я хочу всего сейчас вручить вот непосредственно организатору всех этих мероприятий Мальсакову Аюбу Джабраиловичу почетную грамоту за активное участие в организации проведения первого международного книжного фестиваля «Литературный Сочи». Пожалуйста. Снимаем. Так, и как знак уважения, еще грамота нашему руководителю Накастоеву Хавашу Алиевичу, где он наверху. Да, пожалуйста. Добрый день! Вас приветствует региональная общественная организация Краснодарского края «Национально-культурный центр «Война». Сегодня у нас День ингушской поэзии в Сочи. Там, где бархатные склоны гор завораживают взор. Где хрустальной чистотой звенит горный ручей. Где суровые скалы хранят воспоминания о древних караванах шелкового пути. Там, где свои истоки берет многовековая история сильного и гордого народа. Ингушетия. Магас – город солнца, столица республики. Ворота города – Аланская арка, возведенная в стиле древней ингушской башенной архитектуры в память о былой аланской цивилизации и ее представителях. Главная достопримечательность Магаса – башня Согласия, символ единства ингушского народа. Ее высота почти 100 метров, и это самое высокое здание в Ингушетии. На самом верху стеклянная смотровая площадка, и она как будто парит в воздухе. Мемориал памяти и славы посвящен важнейшим памятным датам в истории Ингушетии. Более 250 лет назад, войдя в состав Российской империи и присягнув на верность, славные сыны Ингушетии и сегодня с честью отстаивают интересы своей страны. Мемориал памяти и славы – уникальный историко-архитектурный проект, который является не только визитной карточкой республики, но и символом духа, мужества и стойкости народа Ингушетии. Ингушетия – это насыщенная культурная жизнь и масштабные социально-экономические проекты. Строительство новых детских садов, школ и спортивных комплексов. Курорт Армхи всегда рад своим гостям. В зимнее время ждет любителей горнолыжного спорта.
Свои сочные плоды дарит всей России крупнейший на Северном Кавказе сад-гигант Ингушетия. На территории более 1000 гектаров выращивают 18 сортов яблок, а также черешню, сливу, виноград, нектарины и абрикосы. В 2022 году урожай фруктов составил 58 тысяч тонн. На территории республики успешно работают и развиваются завод по производству алюминиевых профилей, оснащенный самым современным оборудованием. Обувная фабрика. Налажено производство полного цикла, от раскроя до готовой продукции. Фабрика выполняет различные заказы, в том числе и от Министерства обороны Российской Федерации, на пошив обуви для военнослужащих, участников СВО. Швейные предприятия. В числе заказчиков крупные государственные корпорации. Птицекомплекс «Южный» по выращиванию и глубокой переработке мяса индейки, производительностью более 10 тысяч тонн в год. Один из значимых проектов в сфере АПК Ингушетии – современный тепличный комплекс с урожаем до 9 тысяч тонн в год. Создаются научно-технические центры. Ингушетия. Родина башен, легенд и мифов. Почитание и сохранение семейных традиций и общечеловеческих ценностей, которые передаются из поколения в поколение на протяжении многих веков. Ингушетия. Это богатое духовное прошлое, башенный комплекс Вовнушки, уникальная красота заповедных гор. Первое достоверное описание Вовнушек относится к началу XIV века. В горных районах сохранился один из самых древних христианских храмов Тхаба-Ярды. Находится он на территории архитектурно-исторического заповедника Эрзи. Невозможно представить средневековую архитектуру Ингушетии без башенного комплекса Бишт. Это уникальный для кавказской культуры поселок замкового типа был построен представителями древнего ингушского народа. Башенный комплекс Бишт – это более 80 объектов. Его называют музеем под открытым небом, уникальным наследием исторического прошлого, свидетельством особенностей жизни и быта ингушского народа. Древняя Ингушетия – это более 3000 памятников архитектуры. Увидеть Ингушетию, влюбиться в нее навсегда. Суды и башни, знаю, неспроста мне, в них судьбы предков горды и видны. Ведь эти башни вовсе не из камня, из мужества отцов возведены. Их не для красоты здесь возводили, чтоб свобода не попала в плен. Кто шел сюда к грабежам, насилие, смерть находил у этих гордых стен.
غايتشي كريالش نبحو حيداخو دني ملات ياخو غالغايتشي الله دال نتبا غالغايتشن وزن دال يوخي غالغايتشي الله دال نتبا غالغايتشن وزن دال يوخي غالغايتشي لا تداتل يوخي يجونش ما استغش حادي غايارش ازدي خلب حاكي راح قنقش شرليخ بوخ بيغارش الله دال نتبا غالغايتشن شرليخ نتبا غالغايتشن الله دال نتبا غالغايتشن شرليخ نتبا غالغايتشن دوني تشوحيخ قيات سقاتو ديز بين حغيات سواخر لا تأخش داخل دلات نتقاتي أزلات آخر الله دال نتبا غالغايتشن لا تأخ نتبا غالغايتشن الله دال نتبا غالغايتشن لا تأخ نتبا غالغايتشن وقون قصتوس حيلاش دكتور موليكلو عجاغ تخداخي حماس تسخيلة قرط مغديش دالغ آخر الله دال نتبا غالغايتشن قرط مغخليت غالغايتشن الله دال نتبا غالغايتشن قرط مغخليت غالغايتشن Приветственное слово в День ингушской поэзии в Сочи предоставляется Миндрул Полине Олеговне, заведующей библиотеки имени Александра Сергеевича Пушкина. Здравствуйте, дорогие друзья! Библиотека приветствует вас. У нас старейшая библиотека с историей, и нам очень приятно, во-первых, видеть такие красивые лица и принимать у себя гостей из Республики Ингушетия. И вы у нас проведете, я думаю, очень красиво и успешно свой день поэзии. Мы посмотрели сейчас ролики, у меня просто гордость за вас, и очень приятно. И двери нашей библиотеки всегда для вас открыты. Будем дружить, приходите к нам. Мы поможем литературой и всем, и провести мероприятие. Я очень рада, что мы подружились с вами. Спасибо. Приветственное слово предоставляется начальнику по взаимодействию с общественными объединениями администрации города Сочи Ильгаму Видадьевичу. Добрый день. Я извиняюсь, голос немножко приболевший. Хочу отметить, что это мероприятие уже не первое, да, надеюсь, что не последнее. Вот услышали сейчас из уст директора библиотеки, что желает и будет взаимодействовать. Я думаю, что эта традиция достаточно неплоха на сегодняшний день и показывает себя очень положительно. В том числе мой блок ответственности — это межнациональное, межрелигиозное согласие, взаимодействие. Я думаю, что такие мероприятия только способствуют укоренению, укреплению данных связей. Сегодня хочется отметить, что это серия мероприятий. Да, Аюб Джабраилович, большое спасибо, что пригласил, чтобы хватало сил реализовывать. Отдельное спасибо Управлению культуры, которое нам любезно предоставляет площадку. И сегодня еще раз поблагодарить гостей, которые к нам приехали из республики, что у жителей города Сочи появляется возможность прикоснуться к культуре, к этносу, к самобытности ингушского народа. Насколько нам сегодня известно, что история ингушского народа возрождается из пепла, да, и я думаю, что такие мероприятия и последующие мероприятия будут способствовать тому, что мы все с вами вместе будем вникать
учиться и познавать то, что было потеряно долгие годы назад. Спасибо вам большое. Председатель правления региональной общественной организации Краснодарского края Национального культурного центра «Войнах» Аюб Джабраилович Мальсагов. Здравствуйте, дорогие друзья! Рад вас видеть здесь, на нашем культурном мероприятии День ингушской поэзии в городе Сочи. Наше мероприятие – это сеть мероприятий, как сейчас подчеркнул Илья Владимирович. Все наши мероприятия приурочены 80-летию Великой Победы и 255-летию вхождения ингушей в состав Российской империи. В заключение сегодняшнего мероприятия также мы подарим городу, библиотеку города литературу ингушских писателей и поэтов. Дар от организации общественной нашей. В эту помощь оказали Министерство культуры, помогла нам, Министерство национальной политики, архивная служба, музей ингушский имени Яндиева. Потом наши писатели Накостой Хаваш, Ялхароева Марем, Газдиева Эсет тоже принесли свою литературу, чтобы подарить библиотеки города. Наш национальный культурный центр «Война» тоже участвует в этом. И хочется подчеркнуть, все вот это мероприятие глава республики 80 добрых дел сказал сделать. Вот это мероприятие входит в вот эти 80 добрых дел. И все, кто туда участвует, всем огромное спасибо. Также хотел подчеркнуть, что не только министерство участвовали и отдельно личности, несколько человек назову, чтобы не обидеть. Это композитор, моя родственница Зарема Масагова, потом еще один Масагов, потом еще один Масагов, там помогли книжками. Ну, в общем, получилось красиво, и подарок для библиотеки, я думаю, будет такой достойный. Предоставляется слово Накостоеву Хаваш. Накостоев Хаваш Алиевич, ингушский публицист, поэт, переводчик. Родился в 1956 году в селе Талгар Ильичевского района Республики Казахстан. Окончил филологический факультет Чечено-Ингушского государственного университета, литературовед. Работал на различных должностях в отраслях народного хозяйства в республиканских газетах «Севдалова», «Свет» и «Ингушетия», главным редактором в районной газете «Вестник Сунжи» и газете «Ингушетия». В настоящее время работает редактором в Ингушском научно-исследовательского института гуманитарных наук имени Чаха Ахриева. Автор более 50 научных работ, книги публицистики. Публицистические произведения печатались в республиканских газетах «Севдалова», «Свет», «Галгайче», «Ингушетия», в районных газетах «Кахигама», «Байрак», «Знамя труда», «Шоужиха Амаш», «Вестник Сунжи», в журналах «Известия Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных наук имени Чаха Ахриева Ингушского научно-исследовательского института» и «Вестник Ингушского научно-исследовательского института». Избирался депутатом Народного собрания парламента Республики Ингушетия, председатель правления Союза писателей Ингушетии, член Союза журналистов России и Союза писателей России, заслуженный работник культуры Республики Ингушетия, лауреат литературной премии 4-го международного литературно-музыкального фестиваля «Белые журавли России», награжден почетными грамотами, живет в городе Сунжи. Первым долгом я хотел бы выразить благодарность всем тем, кто присутствует, кто пришел разделить с нами нашу эту радость. Во вторую очередь я хотел бы выразить благодарность нашему или представителям Ингушетии здесь, в Сочи. Это Мальсагов Аюб и Аздоев Аюб и Зурабов Муса уже тоже среди них. То есть всем этим ингушам и многим другим, которые здесь находятся, за то,
что они сумели найти общий язык с местными жителями. Нас очень приветливо здесь принимают. Мы уже здесь почти неделю. И везде, куда бы мы ни приходили, нас принимают, ну, как говорится, с распростертыми объятиями и с большой радостью. Конечно, большая заслуга в этом их, вот постоянных наших сочинцев, я имею в виду ингушей. Если бы они не сумели показать лучшие черты ингушского народа, конечно, вы бы и нас не встречали так радостно. Но самое интересное, я бы еще хотел добавить, мало того, что они покажут, если бы вы не могли, если бы вы не были такими же хорошими, если бы вы не обладали такими же качествами, вы не смогли бы рассмотреть эти достоинства здесь. Как у нас говорят, достоинство достойного может узнать только достойный. Огромное вам спасибо, сочинцы. Дай вам Бог всего-всего. Вот это единение, которое нам сегодня для нашей страны очень нужно. Если мы будем едины, мы будем непобедимы. Спасибо. Сразу, да? Мы привезли с собой, ну, в первую очередь я хотел бы начать, тут можно без этого, хотел бы представить вот работу научно-исследовательского института. Дело в том, что мы сегодня здесь представляем вообще-то три организации. Научно-исследовательский институт Ингушский, Союз писателей и Национальную библиотеку Республики Ингушетия. Вот эта работа, очерки ингушской литературы, эти очерки вышли в 1924 году. Это итог почти 10-летней работы сотрудников научно-исследовательского института. Сюда вошли очерки, более 84 очерка поэтов и писателя Ингушетии. Это далеко не исчерпывающие, они просто первые два тома. За ними будут следовать еще другие тома. Мы их оставляем здесь в библиотеке. Если кому что будет интересно, чем же там славится ингушская литература, добро пожаловать. Здесь я хотел еще раз подчеркнуть, что первый руководитель этого проекта, вот Марем Елхароева, она начинала этот проект несколько лет, но она как... Когда мы выезжали оттуда, также я хотел бы во вторую очередь представить второй проект научно-исследовательского института. Это фольклор, этнография, религиозное представление ингушей в российских научных изданиях 19-го, начала 20 веков. Это републикация, здесь без всяких изменений, полностью как есть, так и повторены все публикации. Именно не столько наших, а сколько вот российских и так далее, вот эти, и зарубежных. Ну, они зарубежные, там, из Гюльтиштейн, и другие, но они работали в Российской академии наук. Прямо сейчас тогда хотел бы вручить сюда книгу. Нет, она на русском. Это как печатается в российских изданиях. Не ингушские. Не сами о себе. Кстати, проект это, совместный проект Института мировой литературы имени Горького Московского и научно-исследовательского института нашего. И главным тут был этот составитель, автор исследований и комментариев, это Алла Алиева, очень известный ученый. Еще эта книга вышла несколько лет назад, по-моему, в 2018 году. Это «Ингушская лига», это для любителей поэзии. Здесь собрано где-то 164 стихотворения 57 поэтов. Ну, несколько стихотворений, они все даны в переводе. Переводчики очень хорошо поработали. Ни один автор не остался недовольным переводами. Московские переводчики переводили. Как говорится, земля ему пухом был Соколкин Сергей. Его уже не было во время ковида.
был очень большой друг всех кавказских народов. Он этот проект пробил, он выдал деньги. Это на грант президента Российской Федерации. Тоже передадим в библиотеку. И последнее, что я хотел бы представить книгу, это книга одного автора, называется «Печать пророков», так у нас называют Мухаммеда, что он заключающая печать всех пророков. Здесь вот эта книга, я почему хотел бы, чтобы здесь сочинцы тоже познакомились с этой книгой. У нас очень мало экземпляров, просто мы... Дело в том, что вот я прочту просто, чтобы не ошибиться. Об этой книге очень хорошо до издания. Здесь есть рецензия, краткая рецензия нашего муфтия Цалоева Хазина. Он очень высоко отозвался об этой книге. И ее даже, чтобы время много не тратить, я просто прочту. Поэтическое произведение «Печать пророков», написанное бесспорно талантливым и истинно народным ингушским поэтом Раисой Дидиговой, по мотивам повествования Кырк-Сюаль, турецкого ученого и писателя XVI века Фурати, является свидетельством милости Всевышнего, дарованной ингушскому народу через Раису и ее творчество за безмерную любовь ингушей к последнему пророку и лучшему из людей. Имам центральной мечети города Назрань. Я это прочитал для того, чтобы... то есть книга переводилась, и весь текст согласован с имамом мечети. Мало того, на книгу написал рецензию еще муфти, председатель координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев. Его тоже уже нету в живых. И также муфти шейх Раби Гайнуддин. Все они очень высоко отозвались об этой книге. Известный поэт Якунин, всего отзывов, во всяком случае, в течение этого, она вышла тоже в 24 году, хотя, презентация состоялась в 25 году уже. Но вот этот известный поэт, много отзывов, более 30 отзывов уже поступило. Но мне хотелось бы подчеркнуть, вот как сказал Михаил Борисович Якунин, он сказал, что лирику Дидиговой нужно мало доза знать каждому русскому читателю. Вот и все. Она тоже останется здесь, в библиотеке. Вот и все, по-моему. Прямо сейчас передадим или можно? Все книги вместе дадим. Все. Ялхароева Мариям просит. Мариям Ахметовна Ялхароева, ведущий научный сотрудник отдела ингушской литературы Ингушского научно-исследовательского института, кандидат филологических наук, заслуженный работник культуры Республики Ингушетия. У меня голос громкий. Добрый день, уважаемые сочинцы. Я благодарна Аюпу Джабраиловичу за то, что я в числе приглашенных. И вот такую возможность нам предоставил встретиться с вами, рассказать о наших писателях, поэтах, о нашей литературе. Хаваш Алиевич сказал, что я скромный человек, поэтому ему предоставила презентацию очерка. Но я могу сейчас проявить нескромность и сказать, что 21 очерк в этом двухтомнике написаны мною из 83. Но мы решили разделить презентацию, чтобы он презентовал наши очерки. Это очень действительно это большой труд, над которым мы работали в течение ряда лет. Около 8 лет работали, большой наш коллектив нашего научно-исследовательского института.
На ингушском языке у нас выходил 4-томник, но не было на русском языке. И мы решили, чтобы могли познакомиться с ингушской литературой более широкие массы, и поэтому было принято такое решение, и коллектив работал над этими очерками именно на русском языке. Поэтому, сочинцы, да, вы можете познакомиться с нашей литературой. Она занимает не последнее место, уверяю вас, среди народов Северного Кавказа. Ну, а раз Коля дали мне слово, то я немножко расскажу еще, чем я работаю ведущим научным сотрудником в научно-исследовательском институте в отделе ингушской литературы и преподаю на кафедре ингушской литературы Ингушского государственного университета. Но я защитила кандидатскую диссертацию по зарубежной ингушской литературе. Моя монография – это литературно-публицистическая деятельность ингушской диаспоры в Турции. Я много лет выезжала в Турцию, собирала материал по нашей литературе, работала с писателями, перевела несколько романов, перевела в каком плане, организовывала работу переводов, редактировала. И вот таким образом я сегодня хочу презентовать, буквально перед моим отъездом я получила за 3 дня, только получила вот этот роман, называется он «16 час», он, издание такое скромное, первые издания у нас лучше были, но это издание, я эту книгу издала на свои собственные деньги, поэтому она немножечко скромнее. Но содержание, уверяю вас, наверное, не столько фантик, сколько само содержание. Но где-то мною организовано издание около 11 книг. Это разные книги, это мои собственные книги. Несколько у меня книг, а также книги, которые посвящены нашей диаспоре. Я думаю, я вас не утомлю, если несколько слов скажу вот об этом романе. Если вы позволите, я сейчас вступительное слово к этому роману написала моя студентка, магистрантка. Это еще лишний раз говорит о том, что у нас талантливая молодежь. Это очень небольшое слово, я бы все-таки хотела бы. У нас, я понимаю, что у нас ингушская поэзия, у меня и стихи есть, написанные нашими зарубежными поэтами, писателями. Но я бы хотела, и вы из этого вступительного слова, я эту книгу подарю в библиотеке, и здесь, если вы заинтересуетесь, вы можете прийти, почитать, познакомиться. «Пока нас трогает чужое горе, мы живы». Так назвала моя студентка свое вступительное слово. Я рада, что стала одним из первых читателей романа «16 час» Ферди Айдемира, потомка ингушских мухаджиров в Турции. Все эмоциональные переживания главного героя Серхата я пропустила через себя, будто это я нахожусь в заточении. После стамбульского землетрясения, этот роман посвящен стамбульскому землетрясению. После стамбульского землетрясения, запертый в замкнутом пространстве под завалами, перебирая воспоминания о своей семье, он думал о том, как мог бы он исправить свои ошибки и начать новую жизнь, только бы выбраться живым. Как только снова увидит небо, он будет бороться за каждый миг, чтобы наверстать то, что упустил. Так же, как и Серхат, я размышляла о своей жизни, задаваясь вопросом, где, когда и какие промахи допустила и что нужно сделать, чтобы они не повторились. На протяжении всего повествования я предполагала несколько вариантов спасения Серхата.
верила и ни на минуту не сомневалась, что он благополучно выберется из этой злополучной бетонной коробки. 16 часов продержаться в нечеловеческих условиях, с кровоточащими ранами, без кислорода и света, цепляясь за надежду на спасение, 16 часов надежды. Автор ярко описывает душевные переживания героя. Вся его жизнь прошла в борьбе с дьяволом и самим собой. Он хорошо знал этих своих противников. Он часто попадался в их ловушки, и бывали ситуации, когда победить их было невозможно. Это была одна из них. Это цитата из этого романа. Невольно вспоминаются слова Виктора Гюго. «Ни один судья не допрашивает обвиняемого так пытливо, как допрашивает нас собственная совесть». Несмотря на невыносимую боль и страдания, Серхат не мог оставаться безразличным к судьбам кошек. Проявляет заботу о попугае Хашмете и даже пытается спасти таракана. Там есть такой эпизод, когда он пытается спасти таракана. Это демонстрирует нам, как важно не терять человечность, проявляя милосердие и сопереживание даже в самые трудные моменты жизни. Роман содержит всего лишь 150 страниц, но он очень информативен. В нем рассказывается не только об ужасах, пережитых главным героем, но и о непоколебимости веры на примере Али-Хаджи, о несправедливости и человеческой жадности на примере работодателей, застройщиков домов и истории Дженка и Дженгиза. На примере Фикретбея мы видим силу родительской любви к своему ребенку, а то, как надежды Серхата на спасение подпитывались чувствами к Сельме, показывает, насколько важную роль в жизни человека играет любовь. В книге много запоминающихся фраз, которые можно использовать как цитаты. Однако мне бы хотелось выделить одну, которая особенно врезалась мне в память. В жизни слишком мало счастья и слишком много боли. Если вы застрянете в своем прошлом, то маленькое счастье ускользнет от вас прежде, чем вы успеете им насладиться. Это тоже цитата оттуда, вы поняли. Роман Ферди Айдамира заставляет меня осознать, что нужно жить сегодняшним днем и дорожить каждым его мгновением. Ни в коем случае нельзя откладывать на потом, что можно изменить сегодня. Нужно проводить больше времени с близкими людьми, делать все от тебя зависящее и для улучшения себя и своей жизни. Ведь никогда не предугадаешь, наступит ли твое завтра. Это событие, потрясшее весь мир, показало, насколько ценна каждая человеческая жизнь. Тысячи людей, оказавшихся под завалами, тысячи сломанных судеб, утраченных желаний и несбывшихся надежд. На примере одного Серхата показана вся горечь, выпавшая на их долю. Книга поразила меня до глубины души, оставив тяжелое послевкусие. Пока нас трогает чужое горе, мы живы. Браво! Наша литература, конечно, разнообразна. И по тематике, это я хотела об этом сказать, это вы увидите и в наших очерках. И вот еще одна книга этого же автора. Она была издана в 2021 году. Над ней тоже я работала, я издавала. Это книга о любви. Эту книгу я тоже подарю вашей библиотеке. Автор один. Если вас заинтересует, конечно, мы хотели бы, чтобы вы приобщились к нашей литературе, познакомились с нашей культурой, с нашим народом. И у нас взаимообогащение культур, конечно, происходит. И вот то, что мы приехали сюда в Сочи, мы удивлялись. Вчера мы где-то около 11 ночи пошли покупать хлеб, который мы забыли. И нас Хаваш Алиевич говорит, почему вы пошли одни, это сейчас поздно,
мы ему объясняли, что это такой, да, что это такой безопасный город. Мы видели детей в это время, мы это почувствовали. Ну, полицию мы не видели, мы видели светлые лица, когда мы не смогли попасть в магазин, нам молодой человек. Мы даже у него не спрашивали, он сам понял, подошел, объяснил нам. И мы объясняли, поэтому мы, конечно, в ваш город влюбились. И теперь мы понимаем, почему наша диаспора тут вот такая активная. Вы, наверное, тоже ту энергию, которая у сочинцев есть, наверное, она тоже вас да, обогатила, обогащает. Спасибо большое. Стихи. Да, да. Так, ну мы отпустим, правильно? Да. Ну, у нас день поэзии, да? Это у нас в Турции диаспора небольшая, самая маленькая, наверное, диаспора, но тем не менее там есть и поэты, и писатели. О том, что они талантливые, я оставлю вам книги, вы в этом убедитесь. Тут те темы подняты, которые волнуют всех нас. Вот литература вообще, любое произведение, оно вот тем и ценно бывает, когда и индус, и японец, и русский, и ингуш испытывают, мы все люди испытываем одни и те же чувства. И вот когда книги трогают, написанные любыми другими, мы же читаем с вами и американских, и английских, и всех писателей, и когда нас трогает то, когда писатель находит то, что нас объединяет. И поэтому я и презентовала книги, именно вот это вы найдете у этого писателя. А сейчас я прочитаю стихотворение одного из поэтов, «Тут тоска по родине». Оно тоже, наверное, эти чувства, ну, более-менее, вот даже когда мы уезжаем на какое-то время, я когда один раз находилась в Турции 2 недели, я больше 2 недель не могу находиться нигде за пределами. И поражались те люди, которые там жили, что я хочу быстрее домой, они думают, ну тут так красиво, ты можешь отдыхать, но я хотела увидеть. Вот вы не поверите, не знаю, наверное, поверите, я все-таки взрослый человек. У нас раньше была такая автостанция в Назране, и там была большая, вот постоянно бывали застойные лужи. И я думала, вот мне бы только увидеть эту лужу. Вот такое у меня было состояние, когда я только 2 недели. Я знала, что я уехала не навсегда, что я уехала на время. И вот тоску, которую тут передает один из поэтов, у меня в телефоне, поэтому я вам сейчас так прочитаю. Называется «Душа моя, Родина моя». О мой Кавказ, над миром воссиявший, где б ни был я, с тобою всей душой. Ты рай тюрьмой для Прометея ставший, высокий и прекрасный рай земной. Я попрощался без надежд навстречу с вершинами не в тающих снегах и вспоминаю этот горький вечер все время со слезами на глазах. Гудок раздался на заходе солнца, я с болью в сердце этой ждал поры. И родину я видел сквозь оконце, всю от Казбека до Шамиль горы. У нас в Назране есть такая гора, Шамиль гора, где противостояние у нас было с Шамилем. Дело в том, что ингуши в Кавказской войне не участвовали массово и несколько раз отражали войска Шамиля. И вот это есть Шамиль-гора, ее так называли. Что тихо, и все от Казбека до Шамиль-горы, что тихо исчезало в отдалении.
И путь неведом был далекий мой, не обещавший даже возвращение. Покинутый с печалью край родной. Душа моя живет в тоске сгорая, и только память делает светлей все годы на чужбине, где мечтаю лишь об одном, о родине моей. Спасибо. Спасибо. Благодарим Марию Ялкароеву. И у нас поприветствует нас Эсет Гадиева. Эсет Базокина, член Союза писателей России, заслуженный деятель культуры Республики Ингушетия, переводчик. Обладатель Золотого пера в номинации «Поэзия» 2001 года и в номинации «Проза» 2003 года. Член Ассоциации ремесленников Ингушетии, мастер миниатюры. Автор 21 книги, написанных на ингушском и русском языках. Всем доброго дня. Я просто счастлива находиться сегодня здесь с вами, в этой прекрасной библиотеке. Спасибо всем организаторам, спасибо хозяевам этого дома, сказали бы у нас, да, этому очагу, за это прекрасное мероприятие. Я считаю, что я участвую в историческом событии, потому что межрегиональный, международный книжный фестиваль литературный Сочи первый. И это, наверное, такое значимое историческое событие. И на этом прекрасном событии, вечер ингушской поэзии сегодня, я хочу презентовать книгу, новую книгу, которая вышла в Москве в честь столетия ингушской государственности Михаила Сапарбековича Гуцериева. Это известный наш меценат, благодаря которому вышло очень много и моих книг. Известный поэт-песенник, песни которого исполняют все наши именитые певцы. Вот. Книга называется «Зама Гарьява». Я ее перевела с русского на ингушский язык. Век идет из века. Сегодня я ее здесь впервые представляю, поскольку в республике еще мы не успели. Она находилась в Москве, хотя она вышла в 1924 году. Она находилась в Москве и только недавно поступила в нашу республику. И вот в конце, как вот мы выезжали, мне удалось тоже захватить несколько экземпляров. И я рада, что здесь сегодня ее презентовать вместе с вами. И если интересно, я могу почитать стихотворение на ингушском языке, хотя бы, если, конечно, те, кто не поймут, хотя бы услышат, как звучит наш прекрасный ингушский язык. Да. Стихотворение называется... Стихотворение называется «Молитва». Да. Биса безумно ност, суила аж сун мердяй. Безум дагволу ност, до аж саири диньяй. Сабезум сатесыш хаста, сабезум сатедиш хаста, сатесум сахвачиш беш. Судок хайвучился даста, бахдуацер бакадеш. Садига яуху, шилу, бех тaqiri садуида, тармыш сет и сигал, безум басти хузье. Сих мале, аздук дебда, дагбаум дук басица. Сухаизыш қирыш хургва, хадуаш цахалар хуца. Ахабарыш кахбяхкап, дело духаш тихач санна. Хабар хажру, сон бяхкап, безум. Лопадыш цасанна. Могу вкратце перевести, о чем здесь. Благодарственное письмо от региональной общественной организации Краснодарского края Национально-культурный центр «Война» благодарит за вклад в продвижение ингушской поэзии и культуры, а также за участие в мероприятиях «Литературный Сочи», День ингушского языка, День ингушской поэзии в городе Сочи. Благодарственное письмо вручается на Костоеву Хавашу.
благодарственное письмо вручается Ялхароевой Марим Ахметовне. Уважаемая Эсет Ахметовна Базоркина, примите благодарственное письмо. Сейчас передается слово Фархаду Гулямову, писателю, поэту, журналисту. Знаете, это ингуши, удивительный народ. Я впервые с ними познакомился, когда служили в армии. У меня были солдатики оттуда. Вот, я командиром взвода имел быть счастье. Вот. А потом еще и с историей знакомился. Вот. А потом мне очень нравится, знаете, как у ингушей, как приветствуют и прощаются с гостями. Я на это провожаю, да. И это самое, я на этот предмет там несколько строк сочинил. Называется «Приходите свободными». Наша долдашу, приходите свободными. Со времен седых ингуш каждый сердцем открытым гостей, не родных даже, встречает так. Наша долдашу, идите свободными. Со времен седых ингуш каждый души теплом гостей, родных уже провожает так. Предков благословение, назад 200 лет, еще 55. Дружба с братом великим, залог на века вперед. Встречать гостей, не родных даже, наша долдашу, приходите свободными и провожать родных уже, наша долдашу, идите свободными. Вот такое прекрасное такое обычное. Знаете, я сейчас хочу по случаю, который мне спровоцировал мой друг Аюб, балладу прочитать. Это так получилось, что мы просто за чаем поговорили, а эта баллада, она начала совершать победное шествие по разным изданиям. Вот, например, вот в эту антологию попала современная русская литература 21 века. Она уже в Национальной библиотеке Ингушетии есть. Но я хочу лично подарить уважаемому Хавашу Алиевичу. Так, пока у меня. На одну историю больше становится у нас сегодня. Есть. И потом еще продолжение имеет, я сказал, что победное шествие. Мне сообщили приятную вещь, что очень баллада понравилась главному редактору литературной газеты, и он поставил в план, и даст Аллах, в ближайших номерах выйдет это уже. Вот. Сейчас хочу прочитать. Баллада «Операция Чечевица». Мы радуемся столетнему юбилею, который лишь эпизод тысячелетней истории ингушского народа. Народа маленького, народа гордого, народа сильного, с предков именами, в камне вечном письменами. Столетия обозримость, тысячелетий глубина, ума зрения моего не достает, узреть, чтоб экую даль, лишь кистью несмелой набросать готов штрих один к картине ближней, чечевицей названной чиновно. Я тоже из мест восточных, где память предков почитали, их заветы свято соблюдали, седое слово злато дороже ценили, целовали хлеб насущный и матери родной следы.
Но помню грех детский один. Наполнив хлебцем тандырным животик свой, в пыльную землю бросил остаток сытный. Тут случился дед седой, не свой, а чужой, рукой жилистой сжав, словно клещами ухо, наказал тихо: подними, сынок, хлеб святой. Мигом вспомнив науку отца, деда, бабушки любимой, молча поднял хлеб от матери родной и к румяности пыльной губами приник. Уши в памяти горят до нынешних людей. Но Аллах отпустил на долю испытание еще одно. В юности светлые годы на Кишлак наступил город многоэтажный. Тогда познал впервые, что есть на свете белом ящик мусорный. Конечно, это не диво, можно пройти и мимо, но взор мой юный приковало другое диво. Средь прочих отбросов гора хлеба святого. Теперь огнем горело все нутро, не только ухо. Тогда я выбрал из мусора хлеб весь и отдал собакам бездомным. Их тоже, бездомных, не знал я в детстве моем кишлачном. Каждой твари находили угол свой. После претерпелись глаза, притупилась боль. Мимо тонн отбросов хлебных прошагал я мимо. Прошагал я и людских болей мимо, лишь радостям открывая взор. Ордена, погоны и пайки заглушали совесть и спор. Было время, людей считали в рылах свиных или чечевицы бабах. Считал тоже. Приказом пли отвечал есть, стрелял тоже. Чечевиц побитых число не счесть. Но помню цифру 700, аулов название Хайбах, Таргим, Хамхи. Помню, сарай огромный обложили соломой и пустили огонь, а внутри чечевица никчемная горела, треск, вопли стариков немощных и детишек мольба нечечевичная к небу летела. Чечевиц сотни тысяч меж тем в набитых ими вагонах холодных обреченно ползли на восток, с каждым стуком колес теряя число. А я докладывал наверх: выполнен ваш приказ, но лет через 15 другой приказ. С почвы родной сдернули не чечевиц бездушных, а людей. У тех, меж тем отвечу, вопрос резонный. Почему вагоны и сараи набили только чечевицей, а не гарбузами и цепелинами тоже? Эрзацем фашистским не они разве объедались, шнапсом запивая? Вопрос этот прошел ушей многих мимо. Вкус шнапса помнит, кто благодарно. Пред собранием нашим показали фильмец непростой. В трясине тонет конь 500 под седлом вороной. Вот-вот уйдет под жижу обреченная голова. А где наездник? Нет его. Тут путники, всадники не проезжают мимо. Как создание Божье спасти? Арканом не вытащить его. Погибнет сам и нас утащит на дно. Табунщик мудрый помял в кулаке землю сырую, понюхал, покачал головой и ускакал прочь. Попутчики тоже. Коню вороному дышать еще минуту, не более, нет сил ушами шевельнуть даже. Божий свет наполняет вдруг топот сотен пар копыт. К вороному табун несется лавой мощной, затоптать несчастного собрата и самим погибнуть. Нет, слышен табунщиков проезжих крик: эгегей! Калмык, кумык или бурят. Табун, ускоряясь все более, несется по кругу. Что будет, не пойму.
конь вороной, окрыленный соплеменников общей силой, поднимает голову из жижи болотной все выше и выше. Вот вся шея под небом голубым, спина, передние ноги, нашли они опору. Рывок, еще рывок, и вороной вливается в табун родной и несется, не касаясь ковыли степной. Мораль истории всей. Мы сильны, пока не проходим мимо боли ни одной, пока едины в племени родном, в доме едином России. С вашего позволения я хочу предоставить слово тоже сочинке поэтессе Светлане. Да, поэтесса Светлане Титовой. Дорогие друзья, близкие, нет, ни в коем случае, близкие, родные люди. Вот мы сейчас, может быть, первый раз видим друг друга и уже проникаемся сердечно вот каким-то теплом, нежностью, радостью общения, тем, что, собственно говоря, согревает нас изнутри и делает людей людьми настоящими. И вот я, когда Алюб обратился к нашей Валентине Алексеевне, а я преподаватель Народного университета «Время жить», которым руководит Казбанова Валентина Алексеевна. К сожалению, она сегодня не смогла прийти, но просила передать вам огромный привет, наилучшие пожелания, успех всему мероприятию, тем более с такими высокими, прекрасными гостями, которые, собственно говоря, даже не гости, а я бы сказала, это стержень, основа нашего сегодняшнего праздника, встречи. Да? Вот. Я много прочитала, не буду останавливаться на этом, и сделала для себя такой вывод. Какой это удивительный народ, и как нам, вот русским людям, надо многому учиться у ингушей. Во-первых, они добились абсолютно, вот как вы говорите, приходите свободными, они добились абсолютной свободы. И в 1992 году, если я не ошибаюсь, то есть уже 33 года, это самый молодой субъект Российской Федерации. Ингушская республика. Вы помните, они были объединены, Чечено-Ингушская была, да? Вот, это такой гордый, скромный, достойнейший народ. И нам радостно, что мы вместе. Ну вот, а когда я прочитала про подвиги их в годы Великой Отечественной войны, и дело не в том, что вот 80-летие, хотя это прекрасная дата и лишний повод глубже окунуться в эту нашу общую историю, да, я поняла, что у них нет ни злобы, ни обиды. У них есть такое правильное понятие общей родины, в которой они, такая существенная, большая ее часть, да, достойнейшая. И вот это тоже очень здорово, когда люди могут, вообще целая национальность, да, такая, может перешагнуть через личное и общее поставить выше. Это очень правильно, потому что, несмотря ни на какие наши исторические события, люди есть люди, они разные. И приказы выполняют по-разному. Я сейчас чуть-чуть окунусь, вот если можно, если я длинно, простите, я постараюсь покороче. Вот однажды я написала такую статью про своего папу. «Я не палач или невыполненный приказ». Вот. Кратко в двух словах, когда ему командир полка, а он был воздушным стрелком, уже под Берлином, вот они освобождали небо, вот, нашли какого-то пожилого и юного мальчика немца, и командир приказал папе отвезти в лес и их расстрелять, потому что они вот враги. Ну, папа пошел, сколько ему там, 20 лет было, он пошел, посмотрел на рабочие трудовые руки этого парня, вот, который плакал в слезах, и не смог их расстрелять. Он понял, что они ни при чем, они тут случайно оказались. Поверх он, значит, опустил это оружие, пули поверх, и пришел, ну что делать?
Командир молчит, и он молчит. Прошло несколько дней, он говорит, ну что, Паша, расстрелял? Он говорит, никак нет, не смог. Он говорит, я понимаю тебя. Это человек, у которого фашисты расстреляли всю семью. Всю, до последнего. Большую семью. Обнял и сказал, молодец. Вот это наши народы, да? Это наша гуманность. Ну и прочитав, конечно, про подвиги солдат и именно летчиков, у меня родилось тоже, ну уж простите, скромное, не как, конечно, у Фархада, стихотворение небольшое, вот, потому что я тоже по образованию литератор, литературовед, вот, ну вот так как-то получилось. Не судите строго. Памяти летчиков Великой Отечественной войны посвящается. Назвала его так. О тех, кто на войну нас старше. Память сильнее смерти. Подвиг живет в веках. А мы порой в круговерти не помним о том. Но в речах, во дни торжествий бед народных, как вещал великий поэт, в полете мыслей благородных, по истечению дней и лет оживляем картины былого, наполняя своим дорогим и перед мысленным взором снова лица тех, кто погиб молодым. 80 лет победе нашей славной, спасшей мир от фашистской чумы, победе народов державной на планете лучшей страны. Летали дружно в небесах одних ингуш, украинец, русский, якут. Как можно забыть о них? Их поколение 4 штук. Хасултан Арчаков, летчик боевой, от Моздока до Берлина пролетал 100 вылетов, как острой стрелой фашистов ненавистных он пронзал. В тыл врага проникал стремглав, зверь в погоне сражен был наповал. Вот такой он, советский ингушский герой. Ахмед Мальсагов на фронте южном, в бомбардировщике П-2 уничтожал он то, что нужно, и без лишних слов. К чему слова? В 42-м трагически погиб, задание выполнив боевое. И вот судьбы посмертный изгиб через 40 лет получил героя. Рашид Азриев, сын этнографа ученого, первый летчик народов Кавказа, в летном отряде духа сплоченного. Во Второй и Первой мировой он сразу участвовал, мосты бомбил и укрепления врага. Эшелоны их в воздух взлетали, доставлял он пропитание туда, где в блокаде ленинградцы голодали. Убит артиллерией в 42-м, погиб герой, но слава вечна. А мы будем помнить о том, как уходили дорогой Млечной, вечно с неба Ингушетии сыны, как сражались насмерть герои, клятве Родины свято верны, евреи, буряты, татары строем. А мой 17-летний папа, худой, голубоглазый, ростом мал, в 43-м стал войны солдатом и в тех же небесах летал. Воздушный стрелок, да с орлиным оком, он вырос и окреп в войне, но контузия вышла боком, и только Родины благо в цене. Прожил отец мой немало лет, служил, работал и нас растил, не избежал ни потерь, ни бед. Он вместе со всеми фашизм победил. Да, лишь в единстве сила наша, только в дружбе надежная крепь. Те, кто на войну нас старше, никогда не должны умереть. В нашей памяти все они рядом, кто жизнь нам щедро подарил, строгим, чистым и добрым взглядом. С небес они глядят, не из могил. Разрешите подарить вам на память это стихотворение
вот, с огромной благодарностью, уважением, почтением и, я бы сказала, благоговением. И спасибо любимой Пушкинской библиотеке за то, что она всегда приглашает замечательных людей, прекрасных таких, как вы. Спасибо вам. Благодарим Светлану Павловну Титову, преподавателя Сочинского народного университета «Время жить», литератор, мастер художественного слова, заслуженный работник образования Московской области. А сегодня Людмилы Соловьевой не будет, поэтому ее стихи прочитает Фархад Гулямов. Благодарю. Вот у нас многие, кто был вчера день ингушского языка, они ее видели и слышали. Она меня попросила от ее имени сегодня прочитать, с вашего позволения. Но я, конечно, голосом женским не смогу, своим уж как-нибудь. Сестры, от ледников берут начало реки, что силу моей родине дают. Между хребтами горные потоки напором пробивают себе путь. Кистинка, Сунжа, Оса, Фортаганка, как девы неприступны и горды, и та несчастья Хартер на рассвете, видение невидимой красы. Кистинка в каждый дом приносит счастье, надежду дарит Сунжа и Оса, и к вере Фортаганка обращает пытливые и умные глаза. В кругу надежды каждое селение, как бережно ее хранит земля, на многие века и поколения сестер молитва сбережет от зла. Следующее стихотворение называется «Горы». Дымка холодного белого снега здесь под ногами и в сердце твоем, снежным безмолвием объятое небо вечности вторит и ночью, и днем. Желтого карлика диск уходящий на расстоянии мыслей твоих тонким лучом проникает в сознание и проживает твой день за двоих, и остаться готов в этом мире, пахнущим талой чистой водой. Нега любви, первозданная песня, миг, за которым есть только покой. Капельки пота снежинками лягут на очень тонкий недремлющий лед. Из губ обветренных сердце сорвется, кровь превращая в стеклянный сосуд. А эти горы, как стражи, коснутся тела папирусом ставшей души, искра сознания и вечность сомнется, есть только горы, и жил здесь ли ты? Награждается от главы Республики Ингушетия награждается юбилейной медалью «100 лет государственности Республики Ингушетия» Мальсагов Аюб Джабраилович. Награждается по распоряжению главы Республики Ингушетия Аздоев Аюб Джабраилович.
От главы Республики Ингушетия награждается юбилейной медалью «100 лет государственности Республики Ингушетия» Беков Дауд Халиханович. Его нет, он отсутствует, но мы ему официально передадим. Поздравляем! И по распоряжению главы Республики Ингушетия награждается юбилейной медалью «100 лет государственности Республики Ингушетия» Алиханов Илес Абуезитович. Поздравляем! Вот, отлично, сейчас, да? С большим трудом все втроем справились. Предоставляем слово Полине Олеговне, заведующей библиотеки Пушкина. Я не могу не отметить этих прекрасных двух детей, в которых влюбились все, просто все, кто сегодня был на Приморской, и все наши посетители. И я хочу скромные подарочки им вручить. Это журналы детские про наш Сочинский заповедник, который здесь у нас в Красной Поляне. Посмотрите, вам будет. Отлично, улыбаемся. Тем более профессиональных фотографов можно пофотографировать, да. Есть. Молодцы, молодцы. Я могу рассказать, было много вопросов, почему у меня такой головной убор. Чуть-чуть заметка историческая новостная заметка, особенно вот Светлану Павловну, я зачитаю. Этот головной набор называется «Курхас». И первые упоминания были у Гомера о том, что на самом деле амазонки существовали и в Ингушетии. И поэтому они были воинственными женщинами, как известно и у греков амазонки, и поэтому вот носили определенные. И я еще прочитала такое, что их, они хранятся в музеях, наверное, нашли, численностью, их не так много осталось до нашего времени, 11 курхасов. Поэтому вот так. Да, для меня тоже было интересно. По поводу курхасов чуть-чуть пояснение сделаю. Несколько лет назад в Горной Ингушетии обрушился солнечный могильник из рода Цароевых. И оттуда более, не помню сколько, очень много, скажем, скелетов. Также были боевое оружие, музыкальные инструменты, инвентарь домашний, там, детский, взрослый, боевое оружие. И нашли курхасы. Туда приезжала министр культуры Республики России, Любимова была там. Были исследователи московские, питерские, ростовские, краснодарские, ставропольские, все Северного Кавказа исследуют. Так что это сугубо ингушский головной женский убор. Он разный, у взрослых женщин своеобразный, у подрастающих девушек там своеобразный, боевой, как сейчас Кристина подчеркнула, для амазонок ингушских были специальные боевые курхасы. И если кто-нибудь знаком истории Страбона, Страбон в своих исторических письмах пишет, что когда он был на Кавказе, что с правой стороны были амазонки, а с левой стороны гаргареи. Гаргареи — это сегодняшние ингуши. У ингушей очень много названий: Дзурзуки, Тестины, Аланы,
Галы, Гагары, Гелы, очень много названий. Если глубоко копнуть, в нашу историю уходит много-много-много тысяч лет. Ну, примерно, если будут вопросы, постараемся ответить на них. Ну, впервые там связано это у указанного Геродота. Геродота, Может быть, еще кто-нибудь прочитает стихи или скажет. Кстати, шапка похожа, как у тибетских монахов еще, кстати. В Тибете такие шапки. Да? Альберт. Я бы сказал французских революционеров. Фригийский колпак. Игорь Александрович, идите. Что вы? Ну, подожди. Вот идет Игорь Александрович Савкин, издатель петербургского издательства «Литея». Ну, я с удовольствием прочитаю любое стихотворение, если мне дадут что-нибудь прочитать. Я с удовольствием подарил бы книгу об истории аланов, поскольку мы издавали несколько исторических сочинений в нашей византийской библиотеке. Я действительно подтверждаю, что аланы — это древнейший народ, который жил и оставил о себе память, в том числе и материальную. Вот памятники, которые мы видели, это вот всевозможные могильники, украшения. Вот головной убор, который нам демонстрировали, действительно он сохранился в памяти как под названием фригийский колпак. То есть в таком качестве, например, использовался именно как символ свободы, как символ свободы. Да? Вот Великая Французская революция сделала его своим символом, да? Именно символом свободы, да? Приняв его у свободолюбивых народов Кавказа. Стихотворение Аршад Кадзоева. Писать на ингушском языке. На нашем языке писать, как строить башни из камней, и ствол чинары очищать, колдуя топором над ней. На камне остром долотом сюжет затейливый являть, и в свете солнца золотом росинки пота проливать. То, как сверкающий кинжал, то, как живительный родник, то, как расплавленный металл. Таков у ингушей язык. В войнах, в радости, в беде служил язык из рода в род. Слова, как воины везде, хранили доблестный народ. Язык границы наши спас, не дал нам забрести в тупик и сделал ингушами нас. Таков у ингушей язык. Браво! Ну, сейчас еще раз один прочтет, тогда опять можно будет, да, его выдать? Я маленький издатель, издающий много книг. За 33 года больше 5000 названий. Но я с удовольствием прикоснулся бы и к ингушской поэзии. И если будет такая возможность и воля Аллаха благоволит, то мы тоже могли бы издать что-нибудь такое. Ингушскую лиру издадим охотно. Мы на эту тему поработаем. Спасибо. Аршад Кадзоева. Горы Ингушетии. Горы Ингушетии достают до неба, как ограда белая, мощные поднялись, от любви к Всевышнему, устремившись ввысь. Горы Ингушетии достают до неба, в вышине орел парит, распростерши крылья, так же, как любовь моя к отчей стороне. Родина всегда со мной, а точнее во мне.
В вышине орел парит, распростерши крылья. Зацепившись за утес, облако повисло. Милый образ Родины в сердце берегу. Помолиться за нее все, что я могу. Зацепившись за утес, облако повисло. Солнце в Ингушетии бликами играет, поднимаясь медленно из ладоней гор. Пусть в деснице Господа будет наш простор. Солнце в Ингушетии бликами играет. Благодарю вас. Благодарим Игоря Александровича Савкина, редактора. Да. Что так уже быть? Заразился. Я отказывался, честно говоря. Это стихотворение опубликовано в 1995 году в газете, на одной газете. Строго не судите, я себя поэтому не считаю. Сразу предупреждаю. Эпиграфом я взял слова «Человек, помоги себе сам» Людвига Бетховена. Человече, венец природы, что ж ты пыжишься мощью ума, если гибнут в огне народы и берет свою дань война? Человек, ты ведь многое можешь, в космос взмыли твои корабли. Неужели себя уничтожишь, растворишь себя в звездной пыли? Час пришел для последних усилий, чтоб тревогу о завтрашнем дне снять. Давайте объединимся и объявим войну войне, чтоб с войною покончить счеты, не исчезнуть с лица земли. Объединяйте все народы в один великий народ земли. Эльберт Мальсагов. Хамборман Ки во время работы над картиной. Художнику работать власть, он полностью ей отдается. Не царствует над ними власть, сюжет создать парнишка бьется. И потекли здесь ручейки, и горы будто в пляс собрались. Его дождались бугурки, с решением темы не примирялись. Белеют в небе облака, они картину озаряют, и к завершению близка душу частиц изучают. Кто хочет прочитать стихи? Есть? Все, так, наверное, поблагодарим всех. Поблагодарим всех и да, благодарим за прекрасные стихи и Игоря Александровича за то, что он без репетиции сходу прочитал тоже, и Эльберта. Огромное спасибо. Получился очень такой прекрасный, душевный вечер у нас, ну, образно говоря, конечно. В завершение хотелось бы еще раз подчеркнуть, что региональная общественная организация Краснодарского края, Национальный культурный центр «Войнах» благодарит вас всех, местных жителей, сочинцев и наших уважаемых гостей, которые с удовольствием откликнулись, приехали, поучаствовали на наших мероприятиях. Огромное вам тоже спасибо. И также, как общей командой, хотим официально передать литературу, написанную нашими ингушскими поэтами и писателями в дар библиотеки города Сочи. Еще одну минутку подзабыл. Хочу нашего уважаемого Мусу Зурабова, человек, который прилетел специально из Москвы на эти мероприятия, которые проходили в литературной Сочи, День ингушского языка, День ингушской поэзии в городе Сочи. Он блогер, освещает все это, скоро вы увидите на каналах. Поблагодарить за его участие. Ну, как принято у ингушей и сочинцев, подчеркну, так
так просто не отпускаем дорогих гостей, а то скажут сочинцы, что-то они там нас не тепло приняли. Чтобы такого не было, мы, конечно, прочитай. Благодарственное письмо вручается Зурабу Муса Махмиевичу от региональной общественной организации Краснодарского края «Национально-культурный центр Войнах». Благодарит за многолетний вклад в сохранение межнационального мира и согласия, а также всестороннюю помощь в организационных вопросах, за ваше участие и освещение мероприятий День ингушского языка, День ингушской поэзии в городе Сочи. Также вот такая книга, ее уже здесь уважаемый Хаваш Накостою презентацию провел, вот Дедигова Рая. Вот такую книгу тоже на память нашему уважаемому музею. Есть еще вот такая книга про город Сочи. Вот приезжай в Москву, Москва большой город, шумный. Помнишь вот эти прекрасные минуты, которые ты провел в городе Сочи, откроешь книжку и начнешь листать. И будешь вспоминать всех нас. Чтобы покончить с книгами, хотел бы от издательства Алитея подарить книгу Корни икры. Корни икры – это Сочи в семейных историях. Чтобы вы не забывали, что в Сочи живут семьи. И эти семьи хранят благодарность долго. Приезжайте к нам. Я от души благодарю за оказанную большую честь. Я очень благодарю вам всем. Вам отдельное спасибо. Я не ожидал. Для меня это все неожиданно. Но Сочи для меня это город очень даже родной. Впервые я в Сочи побывал. Я служил здесь недалеко от вас, в Гатрах. И мы сюда бегали в самоволку. Поэтому я Сочи люблю с юных лет. Потом я долго служил в пограничных войсках. Здесь, вы знаете, на Виноградов есть солнечный дом отдыха, наш пограничный. Я каждый год сюда приезжал отдыхать. Поэтому я Сочи очень люблю и Сочи. Спасибо вам за то, что вы есть. Вот чувствуете, я из Москвы, я не хочу никого обидеть. Но вот здесь люди любой национальности, они доброжелательны. И за это вам большое спасибо. И вам отдельно вопрос. Мы уважаемых гостей уже наградили, но забыли им сочинские книги дать. Сейчас. Также книга о творческих встречах в Сочи. Награждаем Накостоева Дарья на палец. В принципе, да, в библиотеке, поэтому у нас книгами даже и награждают. Также Марем Ялхароева на память о творческой встрече в городе Сочи. Есть. Эсет Гадиева от региональной общественной организации Краснодарского края «Национальный культурный центр Войнах» на память о творческой встрече. Также, так как мы в библиотеке, награждается Светлана... Дарится. У нас в библиотеке награждается Светлана Павловна Титова за красивые стихи.
выступление. Культура Ингушетии в лицах. Еще раз. Еще раз, без рукава, да. Посмотрите. Это ж надо показать всем. И также приглашается за Игорь Александрович, пожалуйста. Меня за что? За то, что так красиво стихи ингушские прочитал. Без репетиции. Это выпущена книга «Столетие ингушской государственности. 100 лучших ингушских песен». Я думаю, на следующий год несколько песен выучите. Я не только выучил, но... Я надеюсь издать книгу «Ингушская лира 2026». Мы над этой темой поработаем, и она обязательно выйдет. А дочь-то у него как поет? А вот Вот как раз она она еще и исполнит вообще, да. Мы постараемся передать ингушскому мелосу еще и русские ноты. Хорошо, принято. Так, еще одну минутку. Как? Светлана? Просто? Лариса. Также культура Ингушетии в лицах, библиографический справочник, пожалуйста, дарится Полине Олеговне лично, в личную библиотеку. У меня лично ничего нет, все здесь. Хочу, как принято, сегодня Фархат выразился, Маш Уалга. Вот нас, вот так по-ингушски, это замечательная библиотека имени Александра Сергеевича Пушкина приняла тут. И я думаю, сейчас мы будем уходить. Фархат быстро научит, как надо прощание говорить. Маша Волчек. Спасибо вам огромное. Мы уже будем дальше сотрудничать, дружить. Мы будем дружить теперь всегда. Все, спасибо огромное. Пожалуйста, приглашаем Светлану Борисовну, заведующую читального зала нашей уютной библиотеки. 300 фактов об Ингушетии. Я искренне благодарю вас за подарки в библиотеке. Искренне рада нашей встрече. Для нас это очень ценно, и действительно будем продолжать эту дружбу. Спасибо, Борисовна. Хочу подчеркнуть, что Светлана Борисовна, она с города Грозного, училась там, росла, поэтому она так тепло относится, скажем, к своему искорку в сторону ингушам. Вот это то, что мы подарили сейчас 300 фактов, это выпустила молодежный комитет Республики Ингушетия. Они, я озвучивал сегодня, 80 добрых дел. Вот они тоже прислали вот эту выпущенную ими вот эту книгу. Так что она 80 дел, не только по Ингушетии, а она уже за пределы Ингушетии идет. 80 дел, приуроченных к Великой Победе, 80-летию.
Так, ну, чуть-чуть посмотрим 5-10 минут ингушские мелодии, танцы, и я думаю, на этом будем закрываться. Вот здесь, отсюда берет его рот. Дальше комплекс Каргим называется. Это дачный комплекс Вовнушки. Это дачный комплекс Вовнушки входит в 7 чудес России. Отсюда берет начало род Азбоевых, вот только что Аюб Джабраилович здесь ему вручали медаль. Ну и я отношусь к этому роду. И вот еще один представитель нашего рода Азбоевых. Дорогие друзья, каждая башня в горах Ингушетии более 3000. Я сейчас говорю о башнях. У каждой башни есть свой род. И что самое интересное, вот эта боевая башня, его надо было построить в течение 1 года. И если ты не успеешь его построить в течение 1 года, ты не имел права дальше его строить и жить на этой земле. Ты должен был покинуть. Родовые башни Ингушетии – это целый комплекс оборонительных сооружений. И когда, если судить по этим башням, можно понять, что ингуши, вот эти башни не построены для нападения, это оборонительные сооружения. И они, все башни в горах, а их более 3000 только башен, одна видит вторую. И вот когда враг наступал, с одной башни, допустим, вот здесь подавался сигнал, разжигался костер. И этот человек назывался Анзор. Вот это имя Анзор. Это ингушское слово «ан» – это рассвет, «зор» – это тот, кто наблюдает. Есть еще одно имя, вы, наверное, слышали, Заур. Это тоже, по-ингушски это пограничник. Это тоже была боевая единица, прошу прощения. Поэтому вот подавались вот эти сигналы с одной башни на второй, вторая на третий. И вот так вот узнавали. Задача была, почему башни были высокие. Они поднимали детей, женщин, закрывались изнутри и начинали обороняться. К тому моменту начинала подходить подмога. Вот здесь проходил Великий Шелковый путь. Эти две башни соединяли висячий мост. В общем, я извиняюсь за такой исторический экскурс, но изучить она очень интересная, очень полезная.
А еще Кикешев, наш уважаемый, попросил, ему надо было уйти, но для него тоже подготовлено благодарственное письмо. Это Николаю Ивановичу от региональной общественной организации Краснодарского края, Национальный культурный центр «Война» благодарит за вклад в продвижение ингушской поэзии в литературном Сочи. Он попросил, ему надо было уйти, но я думаю, передадут. И тоже должен был прийти, нами уважаемый Кузнецов Владимир Владимирович, директор Зимнего театра. В прошлом году у нас в городе Сочи 4 и 5 октября проходило большое мероприятие. Очень большая выставка была 4 и 5. И 5 числа был грандиозный концерт, где были с Ингушетии и местные коллективы выступали. В том числе Спартак первый раз там балладу написал, озвучивал. И нас, как в Сочи принято, тепло тоже приняли в Зимнем театре. И вот такое благодарственное письмо для него. Ну, его нету, ну, потом ему передадим. Не получится. Нас слишком много. Да, еще один момент. Вот у нас книга отзывов. Это региональная общественная организация. Мы его в библиотеке представим, а вы платя закладку отсюда и сюда. А перед ними еще там кое-что надо. Я начала писать и не успела написать. Написали? Не успела. А когда я написала? Ну, напишите тогда. А когда? Сейчас? Наверное, приглашаем всех вниз сфотографироваться. Да, пойдем вниз, сфотографируемся. Если бы была какая-то интрига, я понимаю, вот тут чуть-чуть рассказал, а потом раз увел в сторону, и потом опять вернулся, я понимаю, это когда литературный прием такой есть. Но когда ты на научность претендуешь, надо быть логичным, надо быть грамотным элементарно. Такое хорошее выражение, мне нравится. Говорят, женщина, конечно, знает, что дважды 2 – 4, но она уверена, что если хорошенько, хорошую истерику устроить, то 2 + 2 будет 5. Вот так и наши ученые, они уверены. Если хороший скандал закатить, они будут правы. Да. Однако мы тут, можно сказать, 3 редактора вообще, как 3 тополя, в общем, стоим, да. Это символично. Это символично у Пушкина, который тоже был редактором 3 журналов, которые он издавал. Скажите, можно буквально пару вопросиков коротеньких? Вот в целом, какое впечатление у вас о сегодняшнем литературном вечере? Духоносное. Я считаю, что поэзия всегда должна возвращать к истоку, к Духу Святому, который вообще через всех нас говорит о вечном, о том, что поможет нам достойно пронести имя Его Святое через всю жизнь и быть полезным до последнего дня. Ваше впечатление? Ну, знаете, я вот иранец самаркандский, но я сегодня здесь почувствовал у себя дома, среди родных. И еще самое главное чувство, надо же, я себя признал поэтом. Спасибо. Ну и коротко, пару слов. Ну, эту неделю, пробыв в Сочи, я сделал для себя один вывод. У России большое будущее. Пока мы так едины, мы будем на коне. Барков. После мероприятия нас всех, как всегда, сочинские братья пригласили на ужин в один из лучших ресторанов города Сочи. خواج هنتعوض أبينا بخدمة دي وفقال عامل مالي بلا 13 اسمه خنوري حتى وفقال باغج بوش بيجرش قتني أقول أغمينا بريات العيحر أخارس أرجزوك مش ليادر اشتحيت سديش تشامبو حم إلش بقى خيطر صناعي
Sakir mi değil kovuz kokuyordu. Eğrin seyrin diyalını masızı şu çadır kovuzdu. Çekişine atı kuflu izleyici. Duşra, otura, yoğuçu, moluçu, şey dol çamına. Şun çoğuta liyılışdık kovuzdu. Çekişine atı. Esta o su hoça o Malfinyan, Eyüp'ü, Özbey Eyüp'ü ağrı. Bugün yıldızı başı Musa asketi çok. Dal sağ dolçun, diğer solçun, dal işte dol, açık dol, dalınız dolçun. Molla şaşt vizci olsa değil. Gala arlı is vizci işte parti is değil. Dinil doluş halçı mesajı. Ya onları az ya hat halka Unak yaşlı, hamur, unak kılır, faham yaşızdı. Her kıl yaş iman yaş dinul yaş. Her kıl deyip sonra dikdir mudur başlıyor, kod doğuş. İman deyip sonra mudur dedi, dik çöğüttü. De teyca kudluş, şey. Delahi dikdir mudur halk olsa, yer dik doydu olsa, yer deyip yazın başı. Sabahda işte bol kişi, işte bu kıyına böyle başlattı doğru. Özü Цигулка динул сдук хамчудо. Да гала шуаждык хайди хоуж вахла хаяли. Дидуат жу эли ол işte izde çıtır duvardı dinul ya didol olsak bu dinul olsak. Et tehnik zaman var. Rusya çiğit duvardı. Köy alış kalır akar halvetkar izdik derik dinul viziş daha var. Hadi o sabi çıkınca o kira 9'da çar Maryamar este çar hacat bizi vallahi şu ahiyet milyon baş yıldız volka baş hafif ezdiler baş bu suatı volka ahiyet milyon yalla kıvaçta da deri hal kile üle sıvaçta da deri hal böyle bir ahiyet sıda di hal başta yer suhat şu an ona fakat tatsı Hatta şu olduğu tücü et bu adım onu abiyakar çanı o şerat efri şerat şu oldu şatlar diçer kime vakit yatır ama var işte hatta yetici işte dağıldı hatta yetici tulsa o nakı vakti o ne var çatılık biliyordu hatta var ki ne adı şu da o şey ehli bakıcı da şimdi bu şey diğer var duk başta doğru daşçı. Bu spatı diye bir soruyu asfada da arşiv. Daha bir yer market doğrusa zamçık hadi versin roğay. Dedik oldu zor yani roğay bir roğay kod mal işte aziyat. İşte bu vaziyet azmal saygı yani bu cihan ya tabii bu تستويها أزياتشي دير أزعبو استقوها ياتش ما الله صور ما الله وخلص صور استقوها مش مرجين يسلوي والله تنبال هي لا ترسل رن قوري أشهدته هرناه نعبو بورناه بر عقر هم يشناه باتر أما أدراسي مش مرجين يسلو أوزن يسلو خشعن يسلو صبه هذا شتا والباقة شتا زعما برج باو والله أول ليلة أهدوتلقي شت خد جوردي يقش جوردي لا أربعين حاشل بخا تيج أربعين خمسة خد أرهلي أهدوتل أخلدو أرهلي هذا مو تحتو نخبات فنيا نوصل دي لا يستخل دي أون سير نستن سوول نستن ده وهي أون كله تو أون يستخل أون جرجل سكحلها موت جاستو لا يستخل واش شيء معاشلة تدين الدارتو Ya onlar çoğu riyad oldu muasır hatta sağlık adıl boğu beytı bıxıldı uzmekte arah gaz kıştıkı ersiştıkı dik barış bu dik nahboğuz bağda hem kırdırış dik akıllıt sana akıllıt şakil dik akıllıt şaş mugu kısa terhiyeti bu تقوات تجي تيق إذا كده شيء موتف حالته حد بينه شادي روح شيء هم عاشت دقيق حدا واتشي سكرتشي غلا عدل غلا أمو مسؤول شو دخل دي بيقدر جدا غلا أنتي ده هذا إيش ده سو إيش إسقيت تعود يوك سو صاحب يحكي إيش ده الشيء هذا هو
واش ونوصل تهلا مالسميان اي بالبيت مرجعوا وهذا برهي جاس وكذا ديش هم دوج وقت تكوت عليه المرة يغلى موت يغلى كولتوري يا فيستيفال تدرك دوج ليل وقت البريك حكي مش حد وخش يرفضوا موضوع نوصلوا هذا عايز تنا شو واحد يدقس أسبيت يا شو هو يا ولد بيت أدوكبه شن دولار واشتر دولار تيجي واشتر قرقش ناخه عدل قرقل نخبو شارع واشتر دولار شنو هو واشتر دولار ده شيء أكتب وقت شو مسني تأخذت نفس الخواش провести мероприятие, организационный момент алксария. Все фрит терпа, мش дядер организовать. ده قلنا ذيك مدات بدي أجاخره ده دينا بوس بخي دينا دي هو لوش خانه مصر هنجر мероприятие هنجرية تحملنا مقرات мероприятие ليل جيتي دريك باش الوقت يرويتي يرو كنت هلا تيجي نخبه وعند مسكر عابين مليلي دي هم دو تجي سجدن ليل وشوها إذا غلا كولتورة غلا يقولك مش دادو زيتنا دا شاب دا خيتك دا ليلتي شيفرك شو ليلتي هاد آخر ليل در اشتخت سو اشتن دهكت هاد واجهنا جنبواتزه دا باجه دا و شناخكنا وسو بوزم بوش ناتشنال بيبليوتيكي و غازنيان ردمخانه از yolçları, tak soyuzu dediği gibi yolçları, kay azdır cambulak olçu, institüleri tuğadı var, çarmasını hatı yeri, dadozitla, yer dila. Evet, ya onu şu handiyetleri, başladı da, siz de görüş. Su katıcı, adı hamsi işi, dik başladı yaktır koşucu. Hor, vaytsa arlaktıştı, ertişte kamyal geç, yalar ersi metalit ve galgı kisler adval der. Sidolç onak için barı, onak için sidiyi hoddat erdeşeş yalar ha. Alışdı, çabukçarı da yanlış kandiyeti hadı vardı. Sidolç ama hodda sidolçun sidi. Gılla adlaş bu. Su katıcı, eğer şey sidoy dahiyet, sıdakçı, oğuz bağır, dikaçan eğer sidoy. تاخذ بيحكي حكي مجبريش بيحكي رجل مو الحمد لله حكي مجبريش بيحكي لينغرا دير بيحكي رجل حتى خجبري إيران يربرج حتى خجل كمال ديجي اشتد تكون مو وصليش يكنش كاجدات كنا خجل تليفون جاء حتى تاع دوز خدوه وقت يولد دوه يا شوك حتى إذا قدعة خدود تدي إذا إجي ديك أبو الحكم بخص إجي ديك دو شوك إجي ديك دو إذا حوت السق بولك ليل دي بيزن بولش كلي شوف أنا ده ديك باش نقول ده كل صوغة شو يالنرı وقت شو يعني شو أخي حلقة شو إشت أزدر إيه ور مالسني عن إيه ور إشت موسى ور خالد ور إليز ور آدم ور أنا ده يا شو سوس دوكتيشا وسو دير حناك سون ووزج و سدي دوست و اد سوك يا متشح ووزج سجي عتي يحكي سون ووت جان تقل باچر والله شولي كتل ديكا سوك تشي غلط شنو يحكم ده شين ووزي شجر ولي خزم خزاوسون هم مستو خو يا خشخوش ويدا الله بالوش شو أدلت صدقة كشاتي أدلت السلام كشاتي يوصل بوزر أدق يوصل سمر يزوشون الله عليه الصلاة تعم درس لو تياقش كردا كيف بيزن بولش أغار ليل يزوج حمل أغار بيجمو بولخ ويقم من حمد عدو يزيد در دين مشكلة رشفة باخم بيزيد تغر خلط لامية يتأثر سيسكلي بتبلغ بخ حمدق ليز جديس يعني أزمال در قرد تاليلش بخير شيء كيسا أخشد وفكش تغر أخر قرب مثل اسمه قدر يقش عمول شارك يندر زيد الدوجة سوج أضاع خيتك أغر ليل در قشع ليل در شخوشي والله دياري هتص دوكي شغلهم أغورة دي غلغة وسوياتشي غول خدمة أهوي هارمي قش قوردش كشورت مبيوي غلغة مبيوي أغر مو تيتشر حكمش تيتشر ناخد بوزن داخل خزغو داخل
شاش كريش يلوك تان دادي شاش بيز يلوك تان الحقيقة الباخش خلشة سكرتشة روي هم قمن هم ديكا خد دريق خيط روي هم حلدة دريق خيط يا رياض خوف أيوب خواجد يا قبل الخزم خزريع فسم لا يرخى جقدل İlk alıştık futbol. Şey çaldı. Havaca sen futbol futbol. Diğer futbol. Tahını o yıldır bu Rusya alışmıştır. Yağıl ve hamı ولق إزدل وارقم إزعاد زحرق كل شيء حاجة دور وسط دور وسط اسحلو ثاني حلو الحيسي حلو ثاني إيش تقول لي ضد البوخ سلوش كي أضاف حملات تعودر كل موت مصلحة ويباخر Kuş oblasti görüşme, ve tekişler, sektöryel kalıcı, işte sekatiyeti, delegasyon, sportmenler var, pisatçılar var, işte hatiyeti sen mümkün hacı mش تعمل سمخت كونه ترجع تغلى انه ده خيو 10 دولار و 10 دولار ديش بشي واش مو بداتو سيدي شو انت بودي ليش نيالشي دارك واحده مش تو بريكو بو خليل يبو خليل ما ساقو ايكو هو ونيقي новости от представителей главы ВС, руководитель диаспоры ВС, это от Рамсагбы Вилыч. Кевашто, здесь тут ну, а сей муштады. Камон балбулаш, камон хамтуадир, камон дубль Вилвосаги, от Вилвосага, от Исагу, чавлы Вилы. Ну, хацали, сакады, хацаши, хамон Вилвосага, это ну, нахудилось. Ты же вот до пацаны так вот. Хацали ловил. Ты ваш там дол рашади, уже хел догоду уже. Бог бог, Хантушахти ходик дабуж был. Вот туда молятся, чем делают, я бог. Так бог не шутит. И абьяхка весело. ويوازو الحوش ويصير حب يحكم وحاشي خذوا لحية قرار تحكي ليش يندرار خذ سمعوا جاترار برزنتاتي جاية إذا تحن فيها تحن وي رسمه يوازو الحوش بوجده وي موت وي ندسبن بواسي ده تحك حمد الشجدار كولتوري واقم بشيء وضحن شباط أوام ديال ياسو وعبيك ووقت حقيقي البوك بيه عفوا باش تتعقواش اليوم حكيها إنجليزي وجه جنبلا صار استوى قال يا رسول أبو فجناخ بس يا استوى درست كي نتشت وقت يج برج يا سوتشي بوق يا راس أزوي أيوب مثلا أيوب بس سقوا بروس خدات شو تلقى فرجوات ديش حمدات شو أزوانيو تلفون كي خلاص أيوب تلقى وبروس رشيد يا استاذ سوتشي لا مسكين نجح باش الوصف ألف يا استوى خمس حبيبي شغال شو حاولين شغال أيوب اشتريت توصل صدق هيك شو بدك كيجي ناخذ يا أنت كيف يلا كتش حق شو سليل جمعت جاس меня работа связана с разъездами, филиалами, да, поэтому держи ХБН, да, сделал возможность. Не суббота, и
Bol khatiyye dal ism bo kiyina dal echt bok masne we qaman yani we dikha we duqa mel we dikha dak we duqa qamda alhamdulillah mo baraj bowe het alhamdulillah dal andale je we dal echt bok организация мыштериан хаттер хаважик. Организационные мыштхалыр мыштая хариан сон ряца алёдерсон. Вейваж дик халыриан вейваж хастычы что лахом положимчитас тики то литературные Сочи фестивале туда платежлар начхан тики хат ерсуны российские газеты журналисты суя сугры интервью церцу so hat ihr einer dann шнер игдик ешин выставка шнер сацаният ан что да сацайсуя суда котя книжкаш бибьяха сортыш де ахарцу ve istol piyada knижкаш что сугры интервью церцу ханцу куз то Дина Гуси Бог без халара из российской газеты Перкоби цукхажи ишханят суханца яхсбох дас тикияс де халдизжде оз фестиваль то гаддахар фондук хавос халар фидер تقدري أجر توجه بي وقت هذا حري بيكشتي استول بيكشتي بانر مس بي دقق بيازو خوي حلتيها بي غرست بولش من كانش دقوتيا يانر بوجير ألغاي بيرق يولش بي ويستا أستا والمال خنشاريات توجه دكان از كونش آغا دوغوس خلر تهم آيوان رسو هنت يبوغ بشبو يبوغ دحوش بو مالس يغان أيوب وزدوي أيوب خبرش تهار بشبو بوغ تعم بي صغد يخردر أقار استي غلغاي موت بوتش غلغاي غلق ليلدش تخوتي قلات تشخان تكون حتير خلقان يقان ليدا شي تسليقان ماري وجيرس لا مزدي سويلش حشتاق مجد بشان أن يخي يخسو أنا تخو داشت قرتسو لا مزدي داشت قر حم خالد داشت قرتسو قداشت قرتسونا سو أقار إسكيت تبوخش بو غيرس تخو إرسش تقيدت تخو قدش شهرش تيان دواتش في تغليل قدش تيفارة اشتت دوخر دولش اشتشو ديزل غلغي عادو تكيبش خلر اقر سونا ديكي خوزخي تزدر تخن قاست مدري الشبير كان كي يجي يشي وشي زميراي البرتي كان بقاستاب شي داني خي قلو ريلش السن حقو بول شغال شي كويات ازكاي غلغي موت خوش از ان سيقش أدنى از يخص راديو انتريو لجاز غلغي موت عم بيزم بلي سوتش دخمار ديش شانا أقصوخان بفيكتورين دفعش خان تكاردات فيكتورينا جوفلوش بيرج در أجر كيرتير در أصحاب وزدو إحيان تهان أزدعت سلوش تهان أزليل بير سخلشي بيليل بير تقدات أنفيرتسو أقص داخو غد دولكي خد دولكي السنتيحي يولش دولكي بين حقيقة سأل بيزنبر ديال ريازنبر كل أقانا أل بيزنبرس أقار قص شيء تندي يحليلش شيء تندي سيدو أخش هون شيء تار ويقلنا وزر شيء ويغلا يقلنا هابك أل بيزنبرس هستا يا رياض يا علي بجوا بلخخ يعني قولوا لا تجوا نوقستي يحط وجبه حاشي حداجا مخت ضعم بولش عشق بيالريه بول فقيتر حصل هذا مش خاطر جوكل ده زي سنخيتش بس سكيتش تيبارا زانك بيالر كوج دودش كان أحد يخش يحقق
خدا دود داتو سوش دام دودی بزسنه خدا دود چانه اگر آقا نیستو خودت خودی دیست سوش مشکل دیست سوش حاول واسق سوش چه خال مدیس خوبی سکش واشا کیتا برت بیا دادو دادت خو ازی که سام از دیگه دیو تغنه اوجه از کهتا لسوقا انا یالچه از عیالر بیس اول نوست درت تغلچه هم بعد غلطات نوستی وز بولج با الحمد لله اقوارا بحالصه بتيها ب دادو دبا هم تغر برج حبيقش وذكر برج مالج شيء تقطع ما أحسن واق خدوا فاوز تقطع خلق خارسون كتير نرمالي أزدلت والله وامل والله وقل يدي والله هم عدوز جت واقع نخبو وقال سواشر برج يالش كم فوسقي هوا شواش هم بياكل أغارو قدر والله سواشر برج والله واو حليته خوز ويدعملها فوق мероприятий Беларусь. Ваясы, ага, хая мероприятий, но вайдак, но да, вот что тишкана ржа, вайдак, игр хоза, дай круахам, ваясы, да, игр хоза, мастерняли, а то игр хоза, еще выставка, позже акачи, администрация, у малача, я хат хоза, хаш бякаш, нахуй, сердук. وش خمجة وميرا برياتي تجمع خمجة خش خمنا ضخم باريس كعبياكا صار خوز لوسا جدي آخر لا وخوا شو تأسش ثاني قجبو قمش بوزناخ ثاني خوز يستقولش ولا هو خوز دا عروقش بيجش ساق خوز دا عروقش بول إذا الديزج إذا وجه خوز حماش دقي سرسات تا شو الله دوخ الخواشي خواشة ونتعرف تشوفون خم غير ونتعمل نطبق حقيقة كمان. هو مثلا تعود تعوات هو زيست هو حاسة ملشيك أدم وجا خوش دوش معك تعسوا وجا إذا مش هذا إذا إذا عنقوش عندي أنت شدي ساعة حد واجد عندي إذا ملها واقع ولدي أصلا حد واقع زات لا صار حبيك أبو شوي خواش حلقه واجب ونسا خاصة كده صار خوز بريزنتاتي جير ويتقمن هم خوز دولش تبار تحت يستر أنا خوز بركل الدرس اشتحل بيك خوز وكلر سوتشي باي والله واو تحلي سا بول خوز دعو قرا دبحرا سين أول وسين هو استشتى الدرس ضاق بركل أنا يا شيء لبوا هم عدو دي عشان تاع والله بدي من هم عدو الجاس وقولوا تيش من نوقس تقول إيش نوقس تيش وقولوا بول نو ساعة داز بس دقة بلاري كذيك أحتاج وقفنا هم جيل دي نو تقول حوا شو قادر بعض التوخاش أنا تعطي تاور سنا إيش مورجج بولش بدو شامبواتي نو ده يعني ده إيش كذيك طوريانش بياس كان بير كوك توستوش أو جو واتش عمو ودي لازم هو هناك بواق عقياتهم يخي بيسار إيش تقدر غلط يالش نيرياس خلق بركو خلق تياس هدوش أبور بوريق تعمل دراسة يا غلا عندك حبيك شيء بوق حبيك صار بوق حبيك أخر سن تمسكره حبيك لا بقى Сочи авиан фокте мероприятие фокте алига отпуск ица يبغى حتى مواقع بس أنا دعوة بيش غلا يا حما دقة دقيقة ترواني أجيك واش هون دا بركة درا ديار ياس كون اليوم يا حما مسخانة تبيلا نقبوز ماشي نقبوز تنيا دا دعوة هون دا يحكوا تعمد درس هيقلبوا مش بوشناخك أسود دريان يالشي ناس سخرت ولي أيوب فوق يا أخي ناس سخرت ولي خرت ويا أنا طواش مجموعة خشار تعمد درس فن وي قالوش خزا دقوي از إيرش خان ويقلدوا كشان داخل جتغير قميل
تدير زي وقع والحوات يقولش كامل حتى أشخاص حلخ بوقي نغبات فين والله بالله تالله ذو سبق مش أطلع شان زي وقع خواج إيلج لا غوصة حلخ بوقي نغبات بوقي ناخي أول سجى بيبي بشر بوقي نايا بليك شغلك يا ما عندك وقت سجى وقت وش ناس طبعا تخواج الوقت مش بقوله تتأذي حتى تعتبر أي أي الله نسمع ما سوى شغلت أنا ما يغلق يقول شي خلد يزش تيبار شي موضوع حمد طبعا أي بو دوقي ناخدك شوت شوت ويش دوقي الله دوق شار صفاء والله يالش بوقي ناخد بولش بشان تيجيش ناخد بوسو بوقي ناخد بولش بشان خوب بشان ويتسار دوش لوردوي ويتسار سيدوي إيش بولش بشان ويتسار سيدوي ويش وارخش سوليه بوقي ناخذهم بس ما بينش بيسويش إيش تحم تلغى دوي دال شيء إيش بدل أخيك موج الله موج أخيك موج الله ماشي يلبوش أجل إيش حمل دال بركة دول دال أكتب باخذ شان بركة حط شان مسني أنا وأصحاب يحكي داك واتشخن شان وكل هذا بيجلس أستا واش وباخذ شرط يلبش ده إزجل ده إزجوت مش ديس خدوا الصوت باجيل ديش ده ولق الصوت باجيل ديش ده إزجليه باچم بولجدا أغارت أجيل ده هتوس دوس مش ديس عن ديار يا صلى الله الله يا شيخ